В Уфе прошел финал республиканского конкурса школьных музеев. Одним из организаторов выступило региональное отделение Русского географического общества. Дай Бог нам все вместе сохранить и приумножить те богатства, которые нам достались от предков. Удачи вам всем! Сегодня на территории республики действует более 700 паспортизированных музеев, которые несут знания об истории нашей Родины нынешнему поколению, сохраняют их для будущих. Понимая, что история начинается не только с деревни, с дома, отчего дома, она продолжается дальше и охватывает малую Родину. В финале конкурса представители школьных музеев разделились на 4 секции. В них были представлены исторические музеи, краеведческие, этнографические, комплексные музеи и военно-исторические. Презентации музеев проходили в электронном виде и делали их сами школьники. Сразу в 2 номинациях «Краеведческий музей» и «Комплексный» победили илишевцы. Диплом за первое место получил Краеведческий музей Ебалаковской средней школы. У нас в Совете музея, в активе музея 7 учеников. В общем, принимает активное участие вся школа, потому что во всех мероприятиях, которые мы проводим, участвуют наши музыканты. У нас в школе, несмотря на то, что всего 80 детей обучаются, 15 баянистов, 12 мандолинистов, а сводный ансамбль наш «Салават Купыры» Умрзая, он объединяет более 30 учащихся. И вот поэтому ни одно мероприятие, которое мы проводим, это встречи с ветеранами тыла, войны, труда, проходит с их участием. Вот поэтому задействована вся школа. Гордость руководителя школьного музея в Новом Медведево Камиля Галиуллина – коллекция касок времен Второй мировой войны и амуниция. Из Подмосковья прислали друзья-поисковики каску США-38. Это вот, а тут вот такая вмятина. Это результат взрыва. Вот эту каску нам отправили из Воронежа. Там, где похоронен дедушка. Да, это британская каска, я его купил. МК-2 называется. Это вот самая массовая каска, выпущенная в мире. Впрочем, в комплексном музее Нового Медведева немало и других интересных экспонатов. Вместе со своими учениками Камиль Галиуллин каждое лето проводит раскопки на территории Илишевского района, ведет краеведческую работу. Витражи музея украшают артефакты, которых нет даже в столичных музеях. Историю приключений Колобка из русской народной сказки на французском языке услышали участники и гости фестиваля франкоязычных театров, посвященного юбилею Жана Батиста Мольера. Организатор фестиваля – организация «Альянс Францесс Уфа». Открывая фестиваль, в котором приняли участие школьные театры столицы, директор Альянса Вилорий Якупов отметил, что это событие знаковое для всех любителей французского языка и французской культуры. Недавно в Уфе прошел конкурс исполнителей французской песни. В своем кулинарном искусстве соревновались поклонники французской кухни. И вот театральный конкурс. Кроме второклассников 129-й школы, удививших зал своим французским колобком, на импровизированной сцене Национальной библиотеки имени Ахмед Заки Валиди выступила ученица 3-й гимназии Софья Круглова с монологом из спектакля «Приключения Ольги». А театр-студия «Комильфо» из 39-й гимназии представила отрывок спектакля по произведению Антона Чехова «Медведь». В этом году школьной студии исполняется 8 лет. Благодаря энтузиазму заслуженного артиста Республики Башкортостан, режиссера Валерия Гринькова и преподавателя французского языка гимназии номер 39 Дарьи Киебиковой, ребята побеждали во многих театральных конкурсах и даже были награждены поездкой во Францию. Мы хотели бы от имени нашего географического общества вручить вам благодарственное письмо Хамидуллину Замиру Ахмедзадитовичу, председателю Бишкураевского сельского совета Илишевского района, за большой вклад в сохранение исторической памяти о подвиге земляка, дважды Героя Советского Союза Мусига Седовича Гуреева. Не случайно свою ознакомительную поездку по Илишевскому району активисты регионального отделения Русского географического общества начали с Бишкураевского сельского совета. Здесь родина дважды Героя Советского Союза, летчика-штурмовика Мусы Гареева. В этом году, 9 июня, ему исполнилось бы 95 лет. Вы прибыли в маленькую деревушку Таш-Чишме. Это деревня, которая возникла только в 20 веке. И возникла она из 26 дворов, которые переехали из соседней деревни Илякшиды.
И в числе вот этих переселенцев была семья Мусы Гареева. На малой родине высоко чтут память своего легендарного земляка. На месте, где когда-то жили родители Мусы Гареева, в маленьком селе Таш-Чешмы, восстановлен дом. Теперь он стал музеем, и в нем хранятся подлинные вещи героя. Готовятся и лишевцы и к проведению юбилейных мероприятий памяти Мусы Гареева. Для увековечения памяти Мусы Гареева в деревне Таш-Чешма построен дом-музей Мусы Гареева. Он наподобие их старого дома сделано, и вещи там внутри – это их семейные реликвии. Но также для увековечения сделано панно въезда в сельский совет. Дальше мы собираемся здесь, в деревне Таш-Чешмы и в деревне Лякшиде, провести к дню рождения некоторые мероприятия. Все здесь напоминает о юности Мусы Гареева. К этому роднику Таш-Чешма, который дал имя селу, он ходил с водой. Сегодня родник благоустроен. Здесь можно не только набрать вкусной прохладной воды, но и отдохнуть, устроить пикник, искупаться в пруду. А вот на этом поле в далеком 1945 году в мае приземлился, на удивление местным жителям, маленький, но легендарный военный самолет У-2. На свою малую родину вместе со вторым пилотом Александром Кирьяновым прилетел дважды Герой Советского Союза Муса Гареев. Самолету едва хватило места приземлиться. Столько народу собралось, чтобы встретить легендарного летчика. Главная цель сегодняшней поездки нашей – это посещение мест, связанных с дважды Героем Советского Союза Мусой Гареевым. И от имени Русского географического общества мы сейчас возложим цветы к бюсту Мусы Гареева. Мы считаем, что этот человек поднял славу, авторитет нашей республики, что любой человек, который родился в Башкортостане, не только может гордиться тем, что вот здесь родина этого героя. А это уже село Бешкураево, средняя школа имени Мусы Гареева. Весь второй этаж школы составляет единую музейную экспозицию, посвященную подвигам и жизни знаменитого летчика. Муса Гайсинович не учился в этой школе, но бывшие, нынешние, да и будущие ученики школы всегда будут помнить своего героического земляка, будут стремиться быть достойными его памяти. Ученики нашей школы очень высоко чтят память своего доблестного знаменитого земляка Мусы Гайсиновича Гареева, дважды Героя Советского Союза. Мы в зале боевой славы проводим очень много экскурсий, рассказываем. У нас в школе работает школа экскурсоводов. Дети пишут сочинения о своем земляке, выполняют различные поделки. Особенно любят они мастерить самолеты. Букет алых гвоздик участники поездки по гареевским местам возложили и у памятника героя в селе Верхнеяркеево. Здесь находится музей Мусы Гареева. В двухэтажном деревянном доме по адресу улица Советская, 41 собрано огромное количество экспонатов, связанных с именем Мусы Гареева. Летное обмундирование, парадный китель, награды героя, личные вещи, фотографии и документы. Здесь же, на территории, примыкающей к музею, стоит самолет Ан-2, на котором летал Муса Гареев. За этим штурвалом он сидел. В этих креслах возил главных лиц Башкирии. Выпуска 21 ноября 1974 года она выпущена на авиазаводе города Мелец Польской Народной Республики. Наши пригнали этот самолет, это выкупила, то есть по указанию обкома партии. Самолет был пригнан в Уфу 15 января 1975 года. Музей дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева в селе Верхнеяркеево удивительное по объему памяти и учреждение культуры. И поэтому его по праву можно назвать местным паломничеством многочисленных туристов. Музей несет на себе и огромную нагрузку по патриотическому воспитанию молодежи. Наш музей пользуется огромной популярностью не только в нашем Илишевском районе, но и за его пределами. Так как наш Муса Гареев является единственным в республике дважды героем, то он вызывает интерес у жителей нашей республики и из других районов, из других городов. Вот частыми посетителями музея являются обучающиеся и жители Дюртюлинского района, Чекмагушевского, Бакалинского района. Приезжают к нам из Туймазов и из города Уфы. Хорошо помнит свое первое посещение музея ученик 10 класса первой гимназии села Верхнеяркеево Ринальдо Гарипов. Первый раз я попал сюда, по-моему, в первом классе.
наша учительница, так скажем, привезла нас сюда, чтобы познакомить нас со своим земляком, героем. Кстати, недавно Ринальдо стал победителем республиканского конкурса юноармейского движения. Ему и его руководителю, преподавателю основ безопасности жизнедеятельности Верхнеиркейской гимназии номер 1 Данилу Шакабуддинову, руководство регионального отделения РГО вручило почетные дипломы во время посещения музея. В декабре месяце у нас было создано юноармейское движение в Республике Башкортостан. Соответственно, мы тоже начали эту работу у себя в районе. Был создан штаб. Начальником штаба назначили меня в количестве 13 человек. Это ребята, которые непосредственно относятся к преподаванию ОБЖ, значит, воспитатели в основном. Я думаю, с этими ребятами, конечно, можно сделать очень многое. Десятиклассник Ринальдо Гарипов после окончания школы мечтает стать военным врачом, поступить в Санкт-Петербургскую академию. В любом случае он с радостью исполнит свой военный долг родине. Ринальдо готов к армейским трудностям и испытаниям и считает, что они лишь закаляют мужской характер. Считать иначе земляку Мусы Гареева было бы просто непростительно. Когда-то храм святого великомученика и целителя Пантелеймона был центром духовной жизни князя Елгинского прихода. Его строительство было начато летом 1892 года, а в 1895, всего через 3 года, церковь уже была построена. К осени 1898 были завершены работы по росписи храма. Построил церковь местный купец-хлебопромышленник Василий Груздев. Кстати, до сих пор в церковной ограде сохранились фрагменты усыпальницы семьи Груздевых. Это довольно-таки нестандартный проект. И приезжали люди специально, которые строили, и кирпич привозили тоже на баржах специальный для этого храма. Потому что за такой период, если взять современный кирпич, то он довольно-таки сильно бы разрушился уже, а этот кирпич еще находится в хорошем состоянии. Вот. То есть были специалисты, и росписи тоже расписывались тоже специальными художниками, иконописцами. В 30-х годах прошлого столетия церковь была закрыта. Во время Советско-финской войны с нее сняли кресты и колокола. Самый большой, кстати, весил 50 пудов. Некоторое время помещение служило зерноскладом. К счастью, само здание храма не пострадало в смутные времена, но росписи и фрески сегодня находятся в плачевном состоянии. Ну, это все плоды нашего богоборческого режима советского времени, потому что каких-то таких специальных осквернений в храмах не происходит. Происходит разложение человека в душе, и он уже, не испытывая никаких ценностей духовных и не имея в себе, в сердце ничего святого, способен на довольно отвратительные поступки. По словам священника, силами местных властей храм святого Пантелеймона в князь Елге восстанавливается. Но не хватает средств, конечно. Главное, в церкви началось богослужение. Есть надежда, что посильную помощь окажут потомки купцов Груздевых. Не менее интересно с исторической точки зрения церковь в селе Андреевка. Это тоже территория Ильичевского района. Храм Иоанна Предтечи был построен в XVIII веке. Кстати, возраст самого села датируется 1627 годом. Церковь, которая находится на улице Советской в Андреевке, была когда-то разрушена. Благодаря меценатству сенатора Ралифа Сафина ее восстановили. Достоверно известно, что под храмом существует подземный ход, но найти его пока не удалось. Вход был когда-то замурован. Однако протоиерей Владислав все же надеется найти его. Кто знает, какие тайны хранятся в подземелье. Саженцы наши прибыли из Ханты-Мансийского автономного округа Югры, значит, солнечный Башкортостан. Вот он... Это наш земляк, член общественной палаты Югры, большой друг природы Митхат Равилович Хасанов. По инициативе Башкирского регионального отделения Русского географического общества он привез в Уфу 200 саженцев сибирского кедра для их посадки в парковой зоне Демского района. Я родился, вырос здесь, в Башкирии. Значит, я служил на границе с Афганистаном. После службы меня направили на ударную комсомольскую стройку в поселок Нижневартовск. Вот с 1971 года я на ударной комсомольской стройке. Вот с тех пор, в то время кто-нибудь сказал: Митхат, привези, посади кедрачей в Башкирию, да? Вот никто же не подсказал. Вот сейчас мы это решили, как за упущенный пробел, восстановить.
Не случайно сибирские кедры решено было посадить именно в Деме. В эти дни демчане отмечают 130-летие Демского разъезда. Кроме того, здесь, в парковой зоне рядом с мечетью, всегда людно. Жители приходят гулять с детьми, занимаются спортом. А кедровая роща сделает отдых демчан более насыщенным и комфортным. К 130-летию Демского разъезда, который у нас будет отмечаться в августе, 130 лет Демскому району, у нас, тем более год экологии, мы как экологи, конечно же, задумали провести какое-то масштабное мероприятие. Также это и касалось сокращения лесополосы, которая сейчас в городских условиях, она достаточно большими темпами сокращается и вырубается. И вот тут совместно с Русским географическим обществом, председателем Демского отделения, я, собственно говоря, являюсь, у нас возникла такая замечательная идея. Сотни жителей Демы, школьники и взрослые, пришли на посадку кедров. Причем за каждым саженцем тут же взяли шефство. Ежедневно демчане будут навещать их, поливать и ухаживать. В кедровой роще несколько аллей. Одна из них будет носить имя регионального отделения РГО. Активисты Русского географического общества тоже посадили свои кедры. Ямы очень глубокие сделали. Нет. А разрыхлили зато, да? Кедр называют хлебным деревом. Возраст сибирских кедров достигает 500 и более лет. А еще говорят, что у каждого кедра есть душа. Так ли это, неизвестно, но с уверенностью можно утверждать, что в посадку кедровой рощи все участники этой экологической акции вложили свои души. А значит, еще многие поколения демчан будут радовать стройные и могучие красавцы кедров. 1 июня стартует новый совместный проект Русского географического общества, Российского союза спасателей и аварийно-спасательной службы Республики Башкортостан «Уральский барс». Недавно прошла презентация проекта. По его положению, участники должны совершить восхождение на 7 вершин Южного Урала высотой 1000 и более метров. Почему именно 7, как пояснил председатель регионального отделения РГО Камиль Зиганшин, по аналогии с мировым клубом «7 вершин», членами которого являются альпинисты, совершившие восхождение на высочайшие вершины 7 континентов. Почему барс? Оказывается, есть в мире альпинизма и звание «Снежный барс». Это звание «Снежный барс» присваивается тем, кто поднялся на 5 высочайших вершин по миру и Тянь-Шань. Высочайших имеется в виду 7000-ников. К участию в проекте допускаются россияне, граждане зарубежья, достигшие 18 лет, имеющие достаточную физическую подготовку и навыки оказания первой помощи. Заявки на участие принимаются до 20 ноября. К заявке прилагается отчет о совершенных походах по утвержденной форме, не менее 3 фотографий с отображением характерного места на вершине. По итогам первого этапа участники получают жетон 7 вершин и свидетельство. Второй этап стартует в 2018 году. Выполнившие его условия получат серебряный нагрудный знак «Уральский барс». Мы выложим описание маршрутов. Если у вас недостаточно туристического опыта или вы не знаете эту местность, желательно, чтобы вы все-таки придерживались тех маршрутов, которые мы вам дадим. Желательно изучить опыт восхождения на эти вершинки, если были у ваших товарищей или просто в социальных сетях. И желательно, чтобы вы зарегистрировались, это обязательное участие в конкурсе, зарегистрировались в аварийно-спасательной службе, свой маршрут, свою группу. Бурзянский район – край густых лесов, гор и народных сказаний. Неудивительно, что именно здесь расположен Башкирский государственный природный заповедник. Нетронутый человеком уголок на площади около 50 тысяч гектаров. Он один из старейших в стране. При въезде самый настоящий блокпост. Попасть на территорию на транспорте, кроме как через него, невозможно. В густых лесах заповедника встречается множество растений, животных и птиц. Среди них немало занесенных в Красную книгу России и Башкортостана. Здесь у нас в заповеднике растительный и животный мир, который вы уже не встретите в других уголках нашей республики. Мы совместно с государственными инспекторами и научным отделом пытаемся сохранить все это для наших потомков. Каждое утро летом и зимой, вне зависимости от погоды, на обход территории отправляются инспекторы и лесники. Они осматривают деревья, считают и записывают встреченных животных и птиц. Это позволяет вести учет популяции видов на территории заповедника. Хоть эта неприкосновенная зона существует еще с начала прошлого века, здесь все равно время от времени появляются браконьеры. Пресечение их преступных действий также входит в обязанности инспекторов. Все участвуют и лесники, и лаборанты.
Территория выделена по кварталам. По каждому леснику это сюда 3-4 квартала. Учет ведется 3-4 дня. В целом, сотрудники заповедника стараются не вмешиваться в естественный ход событий на территории. Есть лишь два исключения. Первое – лесные пожары. В засушливые годы они уничтожают все на своем пути. Если в обычной лесополосе потушить очаги можно непосредственно доехав до них, то здесь дорог нет. В труднодоступные места людям приходится носить воду на себе. Конечно, на помощь часто приходят жители окрестных деревень. В особо опасных случаях помогают сторонние организации. Но, к сожалению, с каждым годом этой помощи все меньше. Второе исключение – солонцы. Так называют места закладки солевых камней для лосей, косуль, моралов и других животных, которые любят этот природный минерал. В заповеднике таких закладок 1,5 десятка. Вот ложим соль солонцам, чтобы моралы не уходили. Там лесоходство тоже браконьеры ложат, чтобы не выманивать. За это мы здесь ложим, чтобы не уходить там, чтобы не обстреливали. Изучение и сохранение природы, как уже было сказано, главная задача сотрудников заповедника. Одним из самых исчезающих видов здесь является морал, подвид благородного оленя. Еще задолго до организации охраняемой территории в Бурзянском районе этих животных на Южном Урале почти истребили. Те, которых сейчас можно встретить в заповеднике, были завезены сюда в середине прошлого столетия. Однако со временем их популяция начала вырождаться. И вот спустя почти 70 лет на башкирскую землю с Алтая вновь прибыли эти благородные животные. Часть из них уже отпустили на волю. Еще 5 особей, самец и 4 самки, пока содержатся в вольерах, поскольку в ближайшее время они ожидают потомства. Конечно, увидеть животных в их естественной среде обитания очень сложно, однако познакомиться с обитателями заповедника, с его флорой, разнообразием камней и минералов можно в музее, который находится здесь же. Единение с природой, тишина, свежий воздух – это то, что привлекает в своей работе сотрудников Башкирского государственного природного заповедника. Для многих с этим местом связана вся жизнь. Но так получилось по судьбе, что я родилась сама в заповеднике. Надеюсь, я с ним до конца не расстанусь. Башкирский заповедник представляет собой природу южной оконечности Южного Урала, которая сама по себе уже мозаична. И вот то, что вот сегодня мы охраняем вот эти наши древнейшие памятники геологические, как Кракинский шарьяж, я думаю, что это очень важно для будущего. Особенно важно для, само собой, для анализа всех процессов, которые идут сегодня в природе. Жизнь и быт башкир, как древнего кочевого народа, всегда были тесно связаны с природой. Связаны с ней и национальные праздники. Например, праздник Карга-Буткасы. Поскольку 2017 год в России в целом и в Башкортостане в частности был объявлен годом экологии, Башкирский государственный природный заповедник стал его организатором и включил его проведение в план мероприятий по пропаганде защиты окружающей среды. Уже много лет Башкирский заповедник проводит мероприятия по экологии. И мы очень тесно работаем с нашей администрацией, с нашим отделом культуры администрации района. Если говорить о сегодняшнем мероприятии, мы показываем какие-то определенные обряды. Само собой сопровождаем и выставками, и вот эти, и многим мероприятиям, которые именно направлены на идеи охраны природы. Целью этого праздника является, конечно, проявление интереса молодежи к старинным обычаям, обрядовым таким праздникам и также связь поколений. Карга-Буткасы в переводе на русский «воронья каша». Этот праздник знаменует приход весны. В разных уголках Башкортостана с ним связаны свои легенды. В Бурзянском районе это история времен междоусобных расприй. Мы с женой убегали от казахов, и у них был новорожденный ребенок. И вот когда они уже думали, что хотя бы, чтобы ребенок остался, если его враги поймают их, и они спрятали этого ребенка, оставили к воронам на гнезде. И вот когда они уже пришли, думали, ребенок, наверное, умер, а вороны, оказывается, смотрели за ребенком. Ребенок вырос и живой был. И с тех пор у нас считаются вороны священными птицами. У каждого праздника есть свои обряды, которые в Бурзянском районе чтят и соблюдают.
И когда каша варится, бабушки с детьми играют, поют, танцуют. А когда уже каша готова, они едят эту кашу, а потом кормят этой кашей ворон, разных птиц с пожеланиями. Каждый желает, чтобы каждый год приходил удачно, чтобы были все здоровы. Принято в этот праздник и устраивать гуляния с играми, петь песни, танцевать. В этом году гостями Карга-Буткасы стали участники фестиваля бардов Кош-Юлы, которые представили благодарной публике свои песни. Песни разные, о смыслах жизни, о любви, о родине. В основном у нас песни, они, конечно, более осмысленные, нежели, допустим, эстрадные вещи, да. Есть какая-то мысль, которую хочет автор донести, она полная и авторская песня. Год экологии – это не только набат по ухудшению состояния окружающей среды, но и повод в очередной раз увидеть красоту родного края, его традиции и обычаи. Собраться и съездить в горный Бурзянский район и полюбоваться бескрайними густыми лесами, горами и богатым животным миром. А если повезет, то и побывать на национальном празднике и даже поучаствовать в нем.